Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Действие инициативы главы Якутии Айсена Николаева по выплате целевого капитала «Дети столетия», возможно, будет продлено. 26 сентября в ходе прямой линии Айсен Николаев сообщил, что рассмотрит данный вопрос. Также в регионе будут помогать семьям военнослужащих. Об этом и о мерах социальной поддержки семей с детьми в условиях проведения специальной военной операции поговорим с гостьей студии Ольгой Балабкиной, заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. В понедельник, 26 сентября, состоялась прямая линия с Айсеном Николаевым. Там многодетная мама предложила продлить действие капитала «Дети столетия». Расскажите, сколько в этом году детей стали обладателем данного сертификата и на какой срок возможно будет продление, если это произойдет? Добрый день, Валерия. Еще раз всем доброго утра жителям Республики Саха-Якутия. Действительно, очень хорошо начинать утро с тех мер социальной поддержки, которые есть в республике, потому что они определяют не что-нибудь, а прежде всего в целом демографическую ситуацию в республике. Я напомню, что мера такая социальной поддержки, как «Дети столетия», эта мера была объявлена главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым во время его послания при объявлении 2022 года Года матери. На настоящий момент порядка 9 тысяч непосредственно детей у нас претендуют имеют право получить эту выплату. На настоящий момент получена выплата 1396 детей. То есть некоторые родители не торопятся их получать, некоторые, еще пока думают о его способе исполнения. Хочу обратить внимание, что большинство, около 1000, все-таки направили на жилищные условия, и только 9 родителей вложили вклады для детей на будущее. Да? Вот такая вот интересная история. То, что поступило такое предложение от многодетной мамы, я думаю, что глава очень четко определил позицию. Выплата будет продолжена еще и потому, что это очень эффективная мера, которая действительно такую определенного рода не просто поддержку даст социальную, но и знаковую поддержку. Ведь по большому счету 23-й год это будет второй год нового столетия Якутии, и мы должны стартовать очень хорошо. Конечно, все верно. Еще один указ, который подписала глава Якутии, это указ о поддержке семей военнослужащих. Какие это меры и как можно воспользоваться предоставленными льготами? Да, действительно, в силу сложившихся обстоятельств в связи с проведением специальной военной операции, соответственно, мы знаем, что у нас проходит сейчас и частичная мобилизация, часть наших земляков ушла в ряды вооруженных сил Российской Федерации на защиту границ территории России как добровольцы, как контрактники. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что необходимы были специальные меры по поддержке именно семей военнослужащих. Хочу обратить внимание, что получателями данных выплат являются семьи. По данному указу главы Республики Саха-Якутия определен порядок непосредственно членства в семье, кто имеет право на эти выплаты. Часть из выплат рассчитана на законных жен, далее детей, либо их нет, то родителей, очень четкая градация есть. Часть касается детей или отдельно родителей. Начну с родителей. Во-первых, хочу поблагодарить всех родителей за то, что воспитали таких сыновей, которые, сегодня выполняют свой гражданский долг, военный долг и защищают нас всех. Для них предложено в республике это приоритетное санитарно-курортное бесплатное обслуживание. Для детей военнослужащих сегодня нами предлагается, во-первых, приоритетное зачисление в высшие учебные заведения, среднеспециальное, так называемая повышенная стипендия. В общем, это просто специальная стипендия для этой категории граждан, бесплатное питание в школах и, соответственно, освобождение от платы в детские сады. На что хочу обратить внимание? На то, что на настоящий момент мы готовим это все в едином суперсервисе, который будет доступен через систему МФЦ и в проактивном режиме после того, как, соответственно, мужья, сыновья
да, значит, или отцы будут зачислены в ту или иную воинскую часть, то, соответственно, в проактиве это сработает. Что касается жен, родителей или детей, ну, в зависимости от того, значит, кто на настоящий момент подаст заявление по последовательности, прежде всего жена, затем, если ее нет, то дети, потом только родители, выплата в размере, единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Вот такой комплекс мер поддержки. Но нужно сказать, что во время встречи главы республики с мамами, значит, чьи сыновья находятся у нас, значит, на защите Родины, прозвучало предложение распространить эти выплаты и на контрактников и добровольцев, которые ушли ранее. Ну, буквально нам нужно 1-2 дня для того, чтобы доработать механизм. Политическая воля главы есть. Я думаю, что ближе к 1 октября у нас будет четкое понимание. Так, но мы перечислили, что меры поддержки у семей, которые задействованы в специальной военной операции, это меры поддержки родителей военнослужащего, детей. А вот семьям с детьми, какие там меры поддержки? Ну, семьям с детьми здесь в данной ситуации речь идет о выплате. Вот она как бы семья с детьми, да, как бы она получает возможность, значит, бесплатного питания ребенка в школе, значит, возможность освобождения от платы в детские сады, прорабатываются механизмы компенсации расходов, в том числе и частным детским садам для решения этого вопроса. Вчера обсуждали этот вопрос. И, соответственно, значит, вот эта выплата 200 тысяч. Ну, я считаю, что это семейная выплата. Да, конечно, сложно поспорить. Хочется опять перейти к многодетным семьям. Они могут заменить выдачу земельного участка на денежную компенсацию, то есть поменять одно на другое. Сколько семей на сегодня нуждается в выделении земельного участка, и многие ли семьи вообще в целом воспользовались такой заменой? На какие цели, ну вообще, если произошла такая замена на денежные средства, на какие цели они могут реализовать и потратить данные средства? Вы знаете, вот вообще сама по себе мера, которая направлена, ну, на получение земельных участков, особенно у многодетных, безусловно, она является одной из самых популярных мер. Нам, потому что порядка в целом, вот общее количество поданных заявлений с точки зрения многодетных семей по республике порядка 40 тысяч. Сегодня, ну вот я взяла грубый подсчет, сегодня обеспечена, значит, уже земельными участками 1/4 часть. Достаточно сложно реализовать сам механизм с объемом тех инфраструктурных позиций, которые необходимы для того, чтобы вот был полноценный участок земельный. Да? Поэтому нами предложено с 1 января 2023 года, по желанию, кто желает, после принятия соответствующего закона в парламенте республики, заменить это право на денежную компенсацию. Она будет составлять около 200 тысяч рублей, значит, возможно, чуть-чуть больше, но тем самым можно будет, значит, решать вопросы, например, по первоначальному капиталу для дальнейшего приобретения жилья. То есть эта мера поддержки будет реализована только с начала следующего года? Да, и после того, как депутаты республики ее поддержат. Ну, они не раз ставили подобного рода вопросы, такая вот совместная история. В Министерстве труда Российской Федерации предложили в следующем году также увеличить МРОТ до 16 242 рублей. Сейчас он составляет 15 279 рублей. Насколько увеличится МРОТ в нашем регионе и, соответственно, повысятся ли все социальные выплаты? Нужно определить таким образом, да, что, значит, во-первых, социальные выплаты, они зависят от прожиточного минимума. Прожиточный минимум увеличивается не на величину величину МРОТа. Да? От МРОТа зависит наша с вами заработная плата, в том числе бюджетников и тех, кто работает в районах Крайнего Севера. После принятия федерального закона Российской Федерации, после того, как правительство внесет федеральный закон, будет принят, да, действительно, сегодня предлагается рост на 6,3%, и в России МРОТ будет составлять 16 242. В расчет МРОТа в Республике Саха-Якутия он осуществляется в соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации, принципы которого заложены в том числе в нашу Конституцию. И вот тогда, когда меняли и Конституцию России, и параллельно Конституцию Республики, значит, загарантировали именно МРОТ с районными коэффициентами и надбавками.
Мы знаем прекрасно, что у нас на территории республики есть несколько зон коэффициентов и надбавок, то, соответственно, значит, при коэффициенте 1,7 МРОТ будет составлять, значит, 40 605 рублей, да? А с коэффициентом 2 – 45 478. На что это повлияет? Это, во-первых, повлияет, безусловно, на, значит, увеличение заработной платы тех, у кого она зависит от МРОТа. И обращаю внимание, значит, непосредственно на то, что небюджетный сектор не вправе будет платить меньше МРОТ. Поэтому все вопросы будут разрешаться при такой позиции в Роструде и, соответственно, в инспекциях по труду республики. В ходе прямой линии глава Якутии рассказал, что в прошлом году якутская медицина показала хорошие результаты в борьбе с ковидом. Как сейчас развивается ситуация с заболеваемостью? Что можно об этом рассказать? Давайте начнем с оценки главы. Она прежде всего основана на оценке деятельности здравоохранения республики за весь период пандемии непосредственно. И соответствующая оценка была дана первым замминистра здравоохранения Российской Федерации Виктором Фесенко на полях, соответственно, Владивостокского экономического форума. В этот же период, значит, одно из наших учреждений, Республиканская больница номер 1, получила соответствующий сертификат качества услуг, отвечающий международным стандартам. Хочу поблагодарить прежде всего весь состав, значит, в целом всех, кто работал в данном направлении, потому что идеология работы на вот этот вот более высокий уровень качества, который сегодня выразился в сертификате для РБ-1, была заложена достаточно давно, и это такая вот давняя десятилетняя работа. И я очень хочу поблагодарить замминистра здравоохранения республики Галину Алексеевну Круглову, которая была инициатором и первым, значит, двигателем, значит, вот этой вот истории. Вот она сегодня реализовалась. Поэтому это вот такой вот труд очень многих и коллектива очень много лет. Поэтому, что касается заболеваемости сегодня, позавчера на брифинге я объявила о том, что брифинги будут выходить по мере необходимости, и, соответственно, в такой же режим перешел и работу оперативный штаб. Тем не менее, мы ежедневно оцениваем ситуацию по новой коронавирусной инфекции вместе с Роспотребнадзором. Действительно имеется снижение заболеваемости. Последняя волна, которую мы переживали, она показала иную симптоматику, которая пока отмечается легким течением заболеваний, но пока мы не знаем, с какими она идет последствиями. То есть уже сегодня основной упор мы делаем на реабилитационные истории. Нужно обратить внимание, что, конечно же, мы больше всего уже делали упор на отслеживание того, кто попадает к нам в больницу. Тяжелые больные, находящиеся в реанимациях, это больные с соматическими заболеваниями, не прошедшие ни одного курса вакцинации. Мы можем как угодно относиться к вакцинации, можно там, наверное, это прежде всего, вот этот показатель этой волны, это прежде всего показатель работы вакцины как таковой. То есть те, кто был с вакциной, они прошли значительно легче. Да. Ольга Валерьевна, спасибо вам большое, что вы пришли. Благодарю, что нашли время уделить нам и ответили на все наши вопросы. Хорошего дня. Спасибо большое вам тоже. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.